Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюс. Снова рада вас приветствовать. Сегодня у нас в студии Латыпов Руслан Эльдарович, член Московской православной татарской общины. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан, вот православные татары. В России их достаточно много. Недавно председатель Московской татарской общины, также член президиума Московской национальной татарско-культурной автономии Динара Бухарова обратилась с призывом к новоизбранному президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу отменить введенный Конгрессом США еще в 50-е годы закон о порабощенных нациях. И эта информация, это ее письмо было опубликовано на целом ряде федеральных СМИ. И после публикации этого письма о православных татарах узнали очень многие. И сразу появилась критика со стороны радикальных националистов в самом Татарстане, придерживающихся той точки зрения, что, дескать, православные татары – это вообще некий нонсенс, что их не существует. И вот о православных татарах на самом-то деле известно и властям Татарстана, и общественности Татарстана. И вот в минувшую субботу Динара Бухарова обратилась с вопросом о православных татарах к президенту Татарстана Минниханову. И он сказал, что я готов поддержать православных татар. И вот, уважаемый Руслан, вы как член общины, что можете рассказать о православных татарах как таковых? Ну, я расскажу немного, наверное, о них на своем примере, то, как я пришел в эту общину, как это произошло. Произошло это еще в те времена, когда отец, преснопамятный отец Даниил Сысоев был здесь с нами. Я познакомился с ним, и как раз тогда молебны, я так понимаю, еще начинались, и я периодически на них ходил, появлялся, познакомился и с Динаром, и с Евгением, и с теми людьми, которые приходили туда, мы общались на чаепитии после молебна. И на тот момент я могу сказать, что осознавать себя, вот, как можно сказать, таким активным, как бы, членом этого общества, я себя так не осознавал, просто понимал, что это некая такая потребность, внутренняя душевная потребность прийти и встретиться с теми людьми, которые совпадают с тобой не только в религиозной идентичности, но и в национальной, что для меня являлось даже таким неким дополнительным стимулом, мотиватором, и было более интересно, чем даже прийти и пообщаться в каком-нибудь молодежном клубе православном с людьми. Вот. Национальность для меня играет большую роль, и я считаю, что возникли такие молебны, и то, что собирались и собираются сейчас молодежь на них, это очень большое дело. Я очень рад, что это, даже хотел сказать слово движение, это не движение, это некая данность уже, которая существует, она развивается. Я считаю, что она должна развиваться дальше, чтобы появлялись новые люди, которые являются по национальности татарами, а по принадлежности религиозной православными, чтобы они проявляли свою активность. Я считаю, что татарин православный по априори это активный гражданин страны, это активный участник разных и общественных процессов, которые происходят в стране. Мы должны о себе заявлять, должны себя показывать и делать так, чтобы могли о нас говорить именно о татарах, которые себя проявляют уже даже не просто на каких-то светских мероприятиях или в какой-то светской жизни, а именно в религиозной жизни, как-то продвигали ценности православия. Что еще могу сказать, то что православие, конечно же, оно связано все-таки с внутренним ощущением, это вопросы веры, и
когда мы приходим к вере, мы не думаем о своей национальности, вот, но живя в Москве, я пришел к выводу тому, что как бы чувствую уже такую отделенность все-таки от своего народа. Здесь все смешанные, есть и русские, там, и приезжих много, да, вот, но так, чтобы были, скажем так, вот такие вот сообщества, это практически вот только эти молебны был, да, и сейчас, видя то, как это, скажем так, идет развитие, да, и появляются новые люди, выходят на поверхность, я очень этому рад и думаю, что еще много все впереди. Еще многое впереди. Это все будет развиваться, даст Бог. Мы будем о себе заявлять на разных и общественных площадках, и в жизни Москвы, и в целом страны. Я думаю, так должно происходить. Вот, уважаемый Руслан, храм апостола Фомы на Кантемировской – это храм, построенный священномучеником Даниилом Сысоевым. Я у отца Даниила был старшим алтарником в свое время. Я с 2007 года регулярно, собственно, в этом храме появлялся, алтарничал. Вот. И с отцом Даниилом нас связывало очень многое. И в этом году день рождения патриарха, да, 20 числа, отца Даниила, мы праздновали, наверное, да, 7-летие со дня его мученической кончины. И отец Даниил, он заложил основу Московской православной татарской общины. Сейчас, на ваш взгляд, в то время, когда православные татары не собираются на богослужение, да, а собираются они несколько раз в год, насколько мне известно, всего Да, лишь, ну, не так часто. Вот вне времени этих молебнов, вне дат этих молебнов, как существует община? Собирается ли община, молится ли община, есть ли молитва по соглашению? Ну, я не буду отвечать 100% как бы информации, как бы я не обладаю, все-таки это здесь нужно к руководителю общины, наверное, будет обратиться, к Динарии Бухаровой. Как непосредственно я лично, да, то есть я участвую в помощи, провожу рассылки, смс-оповещения о предстоящих мероприятиях, а так, чтобы собираться, я думаю, что как раз это вот в процессе развития сейчас все это дело идет. Я думаю, что мы будем собираться на различных площадках, вот как недавно прошло мероприятие, да, связанное, приезжал президент Татарстана, с удовольствием я тоже буду участвовать в подобных мероприятиях и говорить о том, что мы общность, есть общность православных татар. Я думаю, что это такой процесс времени, да, то есть надо с чего-то так начинать, развивать. Эти молебны заложили некий фундамент, я так думаю, вот, с чего нужно начинать. Пока таких активных действий, конечно, пока нет, но я думаю, это начало. Насколько мне известно, сейчас в Московском татарском культурном центре на Татарском переулке, который Третьяковская, выделят помещение православным татарам. И, может быть, какие-то культурные мероприятия будут там проходить, посвященные именно деятельности Московской татарской общины православной. Ну, я надеюсь на то, что среди вновь появившихся наших членов общины будут люди творческие, которые смогут себя показать, и они сейчас уже тоже есть. Можно будет и приглашать, и разных гостей. Вот. И что мне хотелось бы, конечно, чтобы на базе, скажем, такого уже физического местоположения, как бы, да, расположения, куда можно прийти, ну, можно было, например, язык свой подтянуть, потому что, живя в Москве, общаясь на русском языке, хочется все-таки на национальном языке пообщаться и в чем-то изучить то, что ты там, например, не знаешь, какие-то вещи.
Может быть, вы могли бы прочитать на татарском языке какую-нибудь Вы знаете, молитву? вот я к своему стыду приходится сказать сейчас, что живя здесь, я сейчас не... Почему я сказал про это? Как раз бы хотелось бы, чтобы были такие курсы. Я с большим удовольствием бы на них ходил и эти свои знания, может быть, подтянул, и как-то уже можно было уверенно разговаривать. Сейчас как-то так не готов. Ну что ж, спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Спасибо вам. Вот, надеюсь, что действительно московская татарская община будет созидаться, и православие среди татар будет не признаваться некой диковинкой, да, неким влиянием политики России в лице Ивана Грозного, которая когда-то часть татар взяла и насильственно крестила. Нет, татары не были насильственно крещены. Татары исконно были православными в некоторой своей части. Татары исконно были двуконфессиональной нацией. И вот еще до Петра I, еще до новокрещенских кампаний, начатых в его период, и до старокрещенских кампаний, начатых после Ивана Грозного, татары уже были православными. И вот это надо знать и понимать. И эту историю всячески оживлять, и вы являетесь прямым свидетельством того, что Россия – это то государство, где православные и русские, да, православные славяне различных других этносов, и татары, вообще православные мусульмане, вместе строили наше Великое Отечество, созидали его. Благодарю за внимание, дорогие телезрители. Спасибо.